Во всех школах есть дополнительные занятия, библиотеки, спортзалы, но хоть раз вы видели, что был целый музей, посвященный славе родственникам учащихся. Здесь выпускают сборники с самыми героическими историями. Музей основан в 39-й гимназии в 1976 году. Еще благодаря первому директору в учебный процесс ввели краеведчество. Это очень объединило учеников и придало учебе особую семейную атмосферу. Расскажи про свои находки. В 2015 году я был в Псковской области, и во время этих раскопок мы вместе с моим отцом, его другом и профессиональным искателем под землей нашли часть танковой гусеницы, лопатку и часть авиабомбы. Там произошла такая смешная ситуация. Отец и его близкий друг стояли и минут 10 ковыряли какую-то большую железяку. В итоге, как ее откопали, оказалось, что это была противотанковая мина времен войны. И был огромный шанс того, что она еще функционировала. С 5 по 11 класс ученики 39-й школы входят в совет музея, проводят экскурсии, оформляют стенды, плакаты, работают в архиве. Также помогают выпускать сборник. И, кстати, в этом году выходит 3-я часть. Я сама являюсь частью команды, и 9 мая на мероприятии «Вахта памяти» мы выставляем результаты поиска, и вся школа собирается, чтобы почтить память на торжественном собрании и послушать ветеранов. Какие у вашей семьи традиции по поводу 9 мая? Мы чтим память и знаем наизусть все подвиги нашего прадедушки. В 2010 году наша семья выпустила книгу о подвигах моего прадедушки, о его жизни, и о его первых боях, как он пошел добровольцем на фронт в 1942 году, как он жил в Сибири, в ссылке все детство, и как он дошел до великой победы и праздновал ее в Венгрии. Музей руководит различными исследовательскими проектами по теме истории России и Башкортостана в судьбе моей семьи. Лучшие работы предоставляются на городские конференции Малой академии наук, республиканских и всероссийских конкурсах. За последнее время были осуществлены больше 10 проектов. Мы готовим к выпуску сборник «Помним, гордимся, чтим». Это уже третья часть. Там собраны рассказы учащихся, учителей, про своих дедушек, прадедушек, прабабушек. Главная фишка нашего музея это в том, что мы можем по биографии наших родственников, учащихся, проследить историю всего 20 века. И именно это говорится в цитате Цицерона: «Нам дороги родители, дороги дети, близкие, родственники, но все представления о любви к чему-либо соединены в одном слове – отчизна». Изучение истории своей семьи дает возможность родственникам учеников укрепить отношения со школой. Это положительно сказывается на развитии гимназии, она вошла в рейтинг 500 лучших школ России. Возникло ли у вас желание узнать о своей семье, как об участниках войны, намного больше? Это ведь такая история. Проверьте, вдруг в вашей школе есть подобные места, потому что сохранить воспоминания – это очень важно. Эля Власенко, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей.